Здравствуйте. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Главнее всего, погода. Эти строчки знаменитой российской песни как ничто лучше описывают тот факт, что практически все процессы на Земле подчиняются именно ей, погоде. В ее хитросплетениях и капризах нам помогают разобраться специалисты-синоптики. О их работе, влиянии погодных процессов на нашу республику мы сегодня и поговорим с гостьей студии Татьяной Маршалик, начальником гидрометеослужбы. Татьяна Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы в профессии уже более 30 лет. Это очень внушительная цифра для трудового стажа. А вот помните ли вы свой первый прогноз? Сбылся ли он? Да, я в профессии 36 лет, уже скоро 37. Вы знаете, первый прогноз не совсем помню, потому что он был простой. Погода была простая, и поэтому прогноз, но все равно переживала. Обычно всегда запоминается очень сложный прогноз. Вот такой сложный прогноз у меня был. Я пришла на работу осенью, начала работать, да, а был весной прогноз, когда вышел глубокий циклон на территорию республики, и в Якутске, в том числе по центральным районам, был очень сильный ветер. Ветер был до 25 метров в секунду, и тогда, когда он был предсказан, это было, вы знаете, такое удовлетворение, которое запомнилось практически на всю жизнь. А чем сложные от простого прогноза отличаются? Вы знаете, когда погода спокойная, когда, знаешь, есть такая, знаете, адвекция с трансформацией, то есть ты знаешь, откуда идет воздушная масса, какая там температура, были ли там осадки. Если погода антициклональная, то спокойная, без осадков, поэтому ее и предсказать проще, чем погоду, которая меняется. То есть если идет циклон, то значит и ветер, и дождь будет, различные явления, и поэтому с ней сложно, с этой погодой. Сложнее, по крайней мере. Значит, 36 лет. А чем привлекла профессия? Привлекла, вы знаете, совершенно случайно попала в эту профессию. Я даже не знала, погоду же мы все слушаем, прогнозы, да. Случайно встретилась с человеком, который именно заканчивал учебное заведение, в котором далее училась я в Иркутском университете. И человек был влюблен в свою профессию, а когда пообщаешься с человеком, влюбленным в свою профессию, знаете, этим загорается. Загораешься и думаешь, где бы, интересно, где же готовят таких специалистов. Закончила школу, увезла документы, поступила, закончила его, приехала сюда по распределению в Якутию, и работаю здесь. Столько лет уже. Все время в Якутске или были в каких-то районах? Нет, только в Якутске, прямо в одном месте. У меня одна запись трудовой книжки, пришла в Якутское управление, до сих пор работаю. Это удивительно, потому что редко встретишь такого человека, когда действительно есть только одна запись в трудовой Нет, книжке. не редко. Если вы придете в гидрометслужбу, таких людей у нас много. Они влюблены в профессию. Влюблены в профессию, по крайней мере, все синоптики, которые у нас работают. У нас у всех синоптиков стаж. Есть даже у нас синоптик, у которого стаж 50 лет. Есть 40, 30, 20, 10, то есть довольно такой длительный стаж работы. Но ведь есть синоптики, которые живут вдали, скажем так, от цивилизации. Там тоже есть своя романтика. Как-то с романтикой геологов она схожа? Или, может быть, нет, синоптиков вдали от цивилизации не бывает, потому что синоптики именно конкретно работают или в авиапортах, для того, чтобы военные синоптики на аэродромах, синоптики в больших городах. У нас, тоже много синоптиков, немного. Вообще территория республики большая, если синоптиков посчитать, их не так много. В гидрометцентре синоптики, потом есть у нас Тиксинский филиал, это в Тиксе у нас есть, буквально там 2 у нас всего синоптика. И во всех аэропортах, не во всех, в прогностических аэропортах. Самый большой это авиационный центр Якутск. Есть синоптики в Зырянке, есть в Черском, есть в Алекминске, в Ленске. То есть и даже не на всех аэропортах. Техники-наблюдатели, метеорологи-наблюдатели есть в каждом аэропорту. А синоптики нет. Потому что у синоптиков у них есть зона ответственности, они пишут прогнозы, учитывая не только свой аэродром, свой аэропорт, но и приписные к нему аэропорты, по которым они составляют прогнозы. Разницу теперь между синоптиками и метеорологами понимаем. Татьяна Владимировна, напомним нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 0502. А в целом-то сейчас ваша сфера испытывает дефицит кадров? Дефицит кадров у нас большой, как никогда.
за все время, сколько я работаю, вот такого дефицита не было. Причем специалистов разного, вот начиная от гидрометнаблюдателей, которые у нас вот гидрологией занимаются, меряют уровни воды, значит, расходы воды измеряют, вот у которых сейчас очень горячая пора, когда идет весеннее половодье. Вот. Дальше точно так же нет, у нас не хватает и техников-метеорологов, техников-гидрологов, гидрологов-инженеров, синоптиков не хватает. В общем, большой дефицит кадров, очень большой. Ну и вот сразу, раз у меня такая Да. есть возможность сказать, во-первых, очень много учебных заведений, где можно учиться, да. Это Иркутский техникум из наших самых близких, Новосибирский колледж, где учат именно техников-метеорологов. Сейчас в Жиганске, там, значит, тоже учебное заведение среднеспециальное, тоже открывает набор для подготовки техников-метеорологов для работы на труднодоступных наших станциях, которые у нас 43 по территории республики. И если есть люди, которые хотят жить в тайге, в уединении, где рядом река, есть природа, нету вот такого шума, то, пожалуйста, приходите к нам. Даже есть возможность, если у вас нет, например, специального нашего образования, а есть среднеспециальное образование, любое другое, у нас есть дистанционное обучение, мы можем на месте учить. Дальше есть возможность поступить заочно в любое учебное заведение. Ну и даже в наше высшее, это в Санкт-Петербурге, Российский государственный метеорологический университет. Ну и плюс у профессии есть какие-то преимущества, хорошее денежное довольствие. Ну, про денежное довольствие я не могу сказать, что хорошее, вот, но очень среднее. Но у нас в последнее время как бы немножко есть сдвиги в сторону повышения заработной платы. И, как было, наверное, все слышали, было сказано, что все-таки заработную плату работников гидрометслужбы, экологии, лесникам, значит, Владимир Владимирович озвучил наш президент, что должны все-таки зарплату пересмотреть. Потому что работа ответственная, работа сложная, тем более вот в наших климатических условиях, ну, а зарплата очень скромная. Так, Но единственное, хочу сказать, те люди, которые едут на труднодоступные посты и станции работать, да, как бы там есть жилье, где они живут и работают, и их обеспечивают пайком. То есть как бы продовольствием обеспечивают их полностью и спецодеждой. То есть они там живут, работают, ну и пускай даже не очень большая заработная плата, она все-таки копится, там ее в тайге тратить негде. ну да, логично. Ну и плюс, наверное, интернет для того, чтобы посылать данные оперативно. Да, в сейчас управление. уже интернет. Раньше, конечно, была только рации, азбука Морзе. Сейчас практически везде уже установлены спутниковые интернет-висаты. Вот. И, то есть интернет есть. Мы передаем погоду уже не по морзянке, а по электронной почте. Давайте теперь поговорим о погоде в Якутии в текущий весенний период. Как его можно характеризовать? Вот говорят, что вроде как нынче весна затяжна, и люди говорят, вот тепла никак не наступает. А чисто вот эти цифры, они есть цифры. Если смотреть апрель, например, он закончился, апрель тем, что в принципе температура по всей территории была в пределах и чуть-чуть даже выше нормы. Исключение составлял северо-восток. У нас в этом году Колым и Индигирские районы прямо греются. Они последнюю, значит, декаду апреля и первую декаду мая, там отклонение средней температуры от нормы было в пределах 6-7 градусов. Это очень много. Вот. И вот мы уже вторую декаду мая доживаем. То есть погода, она очень изменчивая. То прохладно, то вдруг потеплеет. Но в общем получается, что вот этот весенний период для большей части территории, он в пределах нормы и немного теплее. Вот. А помогает ли погода прохождению ледохода на территории республики или, наоборот, затрудняет как? Нет, погода всегда помогает. Дело в том, что она может как помогать, так и мешать. Вот. Самое плохое во время ледохода – это когда бывают резкие изменения погоды. То есть вот когда приходит прямо такое аномальное тепло, там температура выше 20 градусов, и после этого резкое, например, арктическое вторжение, когда температура, значит, такое глубокое похолодание на 20 градусов и более. Вот это, конечно, вредит. Потому что вот ледоход может образование заторов и все. Хорошая погода – это тогда, когда она такая, знаете, прохладная, с небольшими потеплениями, какую мы, в принципе, видим сейчас погоду. Вот. Хорошо влияют на ледоход дождь прошедший. Вот, например, сегодня прошел дождь, до этого был по западу дождь. Он нарушает структуру льда.
Кристаллическую решетку. Конечно, вот лед лежит, если на него воду лить, конечно же, он начинает разрушаться. Плюс ветер. Например, ветер хорошо, если ветер, ну, мы же понимаем, что лед это тоже плавучее что-то на реке, как корабль, как, например, в воздухе самолет. Если ветер попутный, то, естественно, он подгоняет лед. Если, конечно, ветер навстречу, то он мешает. В этом году, в принципе, у нас с прохождением циклонов ветер дует в основном западного направления, то есть как бы вдоль течения реки. Поэтому это как раз не мешает, а наоборот очень помогает ледоходу. Ну да, повезло, получается. Тут надо, наверное, еще смотреть и изначально, как складывается зима, потому что крепкие морозы, они же влияют на толщину льда. Все влияет на толщину льда, осенняя увлажненность, потом крепкий мороз хорошо, например, лед промерзает, толще становится. Бывает, что выпадет осенью много снега, возникнет такая подушка, вот, например, на водных объектах. Вот. И потом невозможно, вот под таким высоким снегом не промерзает. Даже когда сильные морозы, кажется, вот такие морозы. А лед, нарастание льда очень такое идет медленное, потому что вот он под шубой лежит этого снега. А где-то бывает снега мало, и поэтому при низких температурах лед, естественно, промерзает, и толщина льда становится довольно значительная, внушительная. Вот. В этом году так на отдельных участках рек был, значит, лед толще нормы, а так в основном он был меньше нормы. И был даже в некоторых местах меньше, чем в прошлом году. А какая обстановка сейчас на реках Якутии? Ой, сейчас идет самая активная фаза у нас. Вот прямо, знаете, очень я рада за наших гидрологов, которые давали долгосрочный прогноз. И прямо вот дата, например, ледохода была озвучена в Якутске 16 мая. Пошел ледоход сегодня в ночь на 16 мая, то есть прямо день в день. Вот. И на данный момент уже хорошо идет ледоход. Я вот сейчас перед тем, как уезжать, у гидрологов поинтересовалась. Значит, уже мы ждем, идет в Кангаласах, подходит к Намскому району, в ближайшие сутки в Намском районе ждем. Там уже поджидает Алдан, который вышел уже практически в устьевой своей части. Вилюй постепенно идет тоже через сутки, двое, он тоже подойдет, и они все втроем встретятся. То есть как бы ледоход идет нормально. Были, конечно, небольшие сложности, ну даже как небольшие, большие сложности. Это вот, наверное, слышали в Алекнинском районе. Там вот этот населенный пункт Кылах, который находится на острове. Части. Да, да, вот застрял там лед. Застрял и никак. И потом вода уже находит себе место где-то по низким пойменным местам уходить. То есть сейчас там уже уровень воды, конечно, падает, но вот населенные пункты, несколько населенных пунктов подтопило. Вот когда случается, как раз вот как в Алекме, что ледоход делится на два участка, это в целом нормально для процесса? Ну, нормально, потому что у нас Алекма сама по себе вышла, например, раньше нормы. И вообще, кстати, ледоход почти по всей территории на 2-3 суток раньше нормы. Значит, начинается ледоход. Значит, Алекма вышла, ну и начала проталкивать себе дорогу. А тот, который шел ледоход основной, начал догонять. То есть тут уже место было подготовлено. Нет, это неплохо. Вот. Ну а следом за ледоходом, как водится, идет пожароопасный период. Есть ли на сегодняшний день уже какие-то данные, чего можно ожидать? Ну, то, что очень неблагоприятно сказывается, это вот начинается пожароопасный сезон со схода снежного покрова. И в этом году в заречных районах у нас снежный покров сошел от 8 до 18 дней раньше нормы. То есть вроде там снега было немало, но тем не менее довольно теплая погода была, потому что сказывалось влияние южных циклонов, проходящих по более южной траектории. И поэтому у нас в Амгинском, в Чурапчинском районе, в Усьмае местами, Восток-Алданского района очень рано сошел снег. В конце второй, начале третьей декады апреля, когда норма это где-то первая декада мая. Вот. То есть как бы снег рано сошел, естественно, сухая трава. Вот. И сухая почва. Да. Поэтому вот это очень плохо для того, что это повышает показатель пожароопасности.
Вот. Прогнозы делать, конечно, очень сложно на весь период. Пытаются, но это делаем не мы. Это есть такие научные институты, которые считают, например, есть в Гидрометцентре России, считают прогноз на вегетационный период. То есть как бы они все там смотрят. Промерзание почвы, влагосодержание, составляют прогнозы, вот прогнозы пожароопасности, и все. Все это вместе анализируют. И вот такой средний прогноз в этом году на сезон получается, что все-таки отклонение температуры будет в сторону положительное, то есть будет теплее нормы, то есть ну, довольно теплее, жарко не могу сказать, да, вот. И пожароопасность для центральных, западных и юго-восточных районов, вот количество дней с пожароопасностью чрезвычайной 5 класса, в общем-то, довольно значительное. Там от 5 до 12 дней, это довольно много. Вот. Поэтому как бы надо готовиться к тому, что пожароопасный сезон будет сложный. Вот. Мне тоже не очень нравится, что у нас очень тепло на северо-востоке в этом году. А вот были же годы, вот, например, тот же 20-й год, когда было жарко, а вот на северо-востоке пожары возникали там, поэтому там тоже снег сошел довольно рано и очень сухо. В Среднеколымске, сейчас, если мне память не изменяет, снег в этом году на 15 дней раньше нормы сошел в Среднеколымске, потому что там было очень тепло. Не за горами период майских гроз. Сухие грозы, как правило, оказывают тоже свое влияние на пожароопасную обстановку. Вот что по грозовому фронту? Ну, не далее, чем сегодня на станции Охотский перевоз у нас была отмечена гроза. То есть вот вышел активный, сейчас вот она серия идет циклонов. Один циклон уже ушел, заполнился. А вот второй циклон на подходе. Он сейчас находится у нас где-то в районе междуречия Вилюя и Алекмы. Вот. И далее будет смещаться по северной траектории, пойдет через Вилюй, на Жиганский район и далее на Верхояне. То есть, когда выходит такой глубокий циклон, он обычно с собой приносит довольно теплую воздушную массу, теплую, влажную, вот, и могут возникать грозы. Вот первая майская гроза вот была. Условия для нее есть. А вот для гроз, то есть уже выходят такие летние облака, которые по протяженности, по вертикальной большие, с влажностью с хорошей, вот, которые могут вот приносить как раз грозы, ливни. Вот. Ну, сухие грозы, я всегда к этому говорю, что как таковой термин «сухая гроза», он, собственно говоря, не существует. Сухая гроза – это каким образом? Просто никто не отметил выпавшие осадки с этого облака. Может быть, оно далеко от наблюдательных пунктов и населенных пунктов. Мы же часто видим, например, вот видим облако хорошее, грозовое, да, гремит, вроде как полосы падения есть, а смотрим, что как будто бы осадков не было. Ну, может, они где-то в промежутке были, у нас же сеть наблюдения не очень частая. Ну и знаем же, что не густонаселенная такая у нас территория. Но так как говорят, что где прошли вот грозы, где гремело и возник пожар, но неважно, что это может быть не сухая, я как бы склоняюсь к тому, что называть их просто грозы. Да, потому что многие скептически довольно относятся к этому Да. понятию. Просто называем грозы, потому что грозы, да, это же электрический разряд, естественно, что на благоприятную почву упал там дерево в сухое, трава где-то сухая, вот эти вот брошенные, значит, стекло, которое может как линза, ну все, там условий много, но часто говорят, что вот даже в тех районах, где совершенно нет людей, возникают вот после прохождения, например, таких циклонов, что там грозы и возникают пожары. Вполне возможно, но не обязательно, что эти грозы сухие. Свое влияние на погоду отчасти оказывает и самолет-зондировщик, который вот недавно прибыл к нам в республику. Давайте расскажем нашим зрителям, что такое искусственные осадки. Вот здесь я опять хочу сказать, что осадков искусственных не бывает. Понимаете? Как это? Ну как это? Потому что из ясного неба осадки вызвать невозможно. Нужно ресурсное облако. Обязательно. Вот это вот уже все привыкли, ресурсная облачность, да. То есть даже не из каждого облака можно вызвать осадки. То есть это вот иногда люди видят, что вот есть облака, и что да, вот надо их йодистым серебром засеять, и, значит, с них и выпадут осадки. Не всегда. Поэтому там специалисты вот у
самолета-зондировщика есть свой синоптик, который полностью тоже все отслеживает. Там нужно определенной водности облака, определенной высоты облака, структура должна быть такая. То есть просто так попусту стрелять там во все облака, что оттуда искусственные осадки выпадут, это неправильно. То есть облачность должна быть такая, которая именно конкретно подходит для того, чтобы увеличить количество выпадающих с нее осадков. Ведь там же процесс, вот йодистое серебро, оно как катализатор. То есть само по себе облако что? Это вот взвесь, значит, вот этих капель, они маленькие. И вот запуская туда серебро, запускается процесс образования капель, они увеличиваются, выпадают в виде осадков. Вот, поэтому это не искусственное вызывание осадков, а это активное воздействие на облачность с целью увеличения или вызова осадков. Есть же даже, знаете, такие красивые облака, значит, они называются кучевые облака хорошей погоды, кумулюс-хумулюс, да, вот. Они, вот вроде оно такое красивое, белое, большое, но хоть застреляйся в него. Ничего не будет. Ничего не будет. Они вот именно облака, хорошей погоды, вот оно висит, и какой смысл в него стрелять? То есть нужно именно все равно активные процессы. Вот. Или, например, такая есть внутримассовая облачность, когда вот есть и влажный воздух, и внутри, значит, массы вот воздушные, не только на фронтах, но и внутри воздушной массы развиваются, значит, хорошие кучево-дождевые облака. Или хорошие слоистые облака, которые вот слоем идут, их засеивают, и тогда, конечно, да, увеличивают количество выпадающих осадков. Или вот, может быть, прошел бы объект, он бы дал бы так небольшие осадки, но если с ним поработает, то осадки будут ну, по количеству больше. Ну, вообще, писатель-фантаст наше все, потому что, простите, не об искусственном, а о стимуляции облаков, да, Да. вызывание осадков, говорил еще Курт Воннегут в «Колыбели для кошки». Там было свое вещество, вот, лед-9, по-моему, если я не ошибаюсь. У нас есть йодид серебра. Все-таки споры у обывателей-то идут, насколько вредно это вещество, потому что некоторые, например, переживают за сельхозугодья. Потому что неизвестно, что там содержится, ну, неизвестно, какой дождь идет. Вы знаете, об этом говорили, да, но вообще эти работы проводятся уже давно, начали. Вот та команда, которая работает, руководитель этой команды, занимается это с 80-х годов этим. Значит, самое. И поэтому мы с ним разговаривали, он говорит, были же проводились исследования, да, и вот, то есть то количество йодистого серебра, которым засеивают, оно до такой степени мало, что оно каким-то образом вот прямо пагубно повлиять не может. Вот. Ну, а вообще, как бы, знаете, если выбирать, всегда же говорят, из двух зол выбирай меньшее, если эти работы помогают, а мы уже убедились, что они помогают, например, понижению класса пожароопасности, к увлажнению значит, почвы для сельхозработы, все. Или сидеть в пожарах и в дыму, или повоздействовать на облака, чтобы выпали значит, дополнительные осадки и помогли значит, потушить пожары или предотвратить. То есть если увлажнена почва, то естественно, что и вероятность возникновения пожара, она уменьшается. Ну, конечно, тогда надо выбирать дожди. Да. Но вообще есть такое мнение, что лесные пожары – это следствие изменений климата. Насколько оно правдиво? И вообще можно ли прогнозировать горимость в лесах? Горимость в лесах. Вы знаете, вот этот показатель пожароопасности, который мы рассчитываем, да, в гидрометцентре, и Россельхоз рассчитывает тоже, значит, ну, он берется, учитывается температура, набирается сумма температур, и влажность, вот, и выпавшие осадки. Вот. То есть сказать изменение климата, вот оно, видите, потеплело. Знаете, мы проводили проводили исследования, да, что за последнее время, вот даже взять последние 5 лет, с 17-го, например, даже года возьмем, да, что у нас продолжительность вот этого пожароопасного сезона, когда показатель пожароопасности 4 класса или даже чрезвычайно высокого 5-го, вот, знаете, вот этот период увеличился чуть ли не в 2 раза. У нас начинается пожароопасный сезон где-то с середины мая, да, вот показатель, когда сходит снег, ну даже раньше в этом году начали считать мы этот показатель, и у нас даже вот в 2020 году закончился он в октябре, то есть стоит сухая погода и довольно теплая. И вообще даже такой показатель, как продолжительность лета.
Это тоже вот очень хороший показатель. Лето обычно раньше, как говорили, у нас длинная зима 9 месяцев и месяца короткое лето. лето. Даже не 3 месяца. У нас продолжительность была лета где-то примерно дней 60. Лето – это когда средняя температура воздуха 15 градусов и выше. Это считается лето. Сейчас оно практически, на юге республики и того было меньше, там же горная местность. И сейчас до 100 дней даже увеличилось, от 70 до 100 дней продолжительность лета. То есть это что? Это тоже же климат. То есть как бы продолжительность вот этого периода увеличилась, да, но все зависит все равно, вот что вот ледоход сейчас от погоды во время ледохода, да, но и пожароопасный сезон. Если будет, значит, погода такая, что будут выходить южные циклоны с хорошим запасом влаги, будут выпадать дожди, ну, тогда и пожароопасный сезон у нас будет более легкий. Но просто территория республики такая большая, что не бывает, что прямо на всей территории, например, да, будут дожди. Чаще всего всегда она делится как-то пополам. Если в этой половине республики на западе идут дожди, то сухая восточная половина или наоборот. Территория очень большая. Но вообще есть экологические активисты, которые говорят о том, что применение современных технологий, в частности кондиционера, тоже оказывает свое влияние на климат. Бывали же такие акции, когда наоборот отказывались от использования техники для того, чтобы как-то не разрушать озоновый слой и все, что с этим связано. Ну, вы знаете, мы за озоновым слоем тоже наблюдаем. У нас есть 5 станций, которые именно озон мерят. Да, есть такие периоды, когда этот озоновый слой немножко тоньше, чем должен бы быть. Но в целом нормальный. Вот, то есть как бы таких больших отклонений нет, потому что у нас вот измеряют на 5 станциях на территории республики. А как насчет изменений в Арктике? Потому что буквально год 4 назад всех поразил Верхоянск. Там была очень высокая температура летом, плюс 40 градусов и выше, как мне память, если не изменяет. Причем, более того, в Верхоянском районе было зафиксировано еще и несколько точек. Вот что происходит на севере у нас, в частности, за полярным кругом, и какие могут быть от этого последствия? Но Верхоянск, это, сразу скажу, 20 год, 20 июня. Температура воздуха максимальная была зарегистрирована 38 градусов. Это вот рекорд за полярным кругом температуры. Но просто я очень хорошо помню синоптические процессы этого года. Да? Там установился тропосферный мощный антициклон, блокирующий. И вот он стоял практически над вот Верхоянье, значит, наши арктические территории. И вот у нас там довольно высокая температура стояла. У них даже, как наши верхоянцы сказали, у них в июне был этот купальный сезон. Да. То есть никогда там в реках, даже в июле-то не всегда, потому что там, в общем-то, холодно. А там просто вот так сложилась такая вот синоптическая ситуация была. Вот такие были процессы, когда стоял, вот он там стационировал этот антициклон, который вот давал прогреваться, просто теплая воздушная масса, которую ничем никуда не сдвигали. Она вот так как-то ходила вот так по кругу. То есть так сложились процессы. Вот. Сказать, что это прямо в разрезе вообще климатическом, что вот это что-то такое, да, это было аномально, да, зафиксирован рекорд, но пока больше таких температур там не наблюдалось. Но еще есть одна аномалия в Верхоянском районе. Это кратер, который носит название Батагайка, потому что он появился там вследствие вырубки леса. И сейчас вот ученые говорят, что размер кратера увеличивается с каждым годом. Тает многолетняя мерзлота. Тает, видимо, тает. Ну, вообще, как бы говорят о том, что этот мерзлотный слой становится меньше. Для этого вот как раз сейчас организовывают, значит, на наших метеостанциях, то есть по системе Росгидромета, вот государственный мониторинг вечной мерзлоты. И вот уже начиная с прошлого года начали, значит, вот делают эти скважины, устанавливают оборудование. Вот у нас в городе Якутске уже поставлено, это было в прошлом году сделано. Уже вот на 13, по-моему, станциях сделано, а будет их почти 60 этих скважин. То есть фоновый мониторинг будут вот смотреть как раз за изменением вот этого слоя мерзлоты. На 25 метров бурят эти скважины и вот устанавливают оборудование. Но процесс ледохода на северных реках пойдет согласно прогнозам. Да, конечно, конечно. Они потихоньку начинают просыпаться уже, но Колыма у нас уже идет ледоход. Через дня 3, наверное, мы будем ждать Среднеколымск. Вот, значит, Индигирка пока еще спит только так в верховьях.
Но Яна уже потихонечку, закраины, вода, то есть все будет по плану. Немножко, я думаю, что немного, может быть, отойдем, ну, хотя еще далековато этого, северо-западные реки. Там прямо вот сейчас Оленек, я имею в виду, Анабар, потому что там прямо такой хороший заток тепла, тепла, холода, оговорилась, да. То есть вот сейчас за этим циклоном, который вышел на территорию республики, который уйдет, вот за ним как раз будет затекать холодная воздушная масса. И основной холод вот как раз будет на северо-запад республики. Анабарский, Оленекский район, север Мирнинского, там довольно холодная будет воздушная масса. Вот. И все, что северное, вот сейчас у нас тут дождики идут, а там все будет с мокрым снегом. 65 и севернее широта. Вот. Ну а так все мы придерживаемся нашего долгосрочного прогноза, который дали на вскрытие рек. А если говорить о прогнозе погоды, чего ждать от второй декады мая? Ну, вторая декада мая почти закончилась. Сегодня у нас что, 16 число? 16 Да, 16 да. Я думаю, что максимум температуры именно для города Якутска был сегодня у нас. Я думаю, что градусов, наверное, 19. Вот, потому что было очень тепло. Сейчас пошел дождик. Вчера у нас по западу территории была температура в Ленском и Алекминском районе до 28 градусов. То есть вот эта вот теплая самая жара прошла как раз вот чуть южнее. И сейчас циклон будет уходить, вот как я и сказала, он пойдет на верхояние, и постепенно в тыл этому завтра будет ветрено, и температура уже завтра, если сегодня было 19, завтра будет 10. Вот. Далее, в следующий день у нас получается суббота, там вообще, наверное, мы будем температуру иметь даже ниже климатической нормы. Норма у нас сейчас плюс 10, и ночная температура 0, минус 1. Вот. А мы получим вот температуру ниже нормы. Где-то будет, наверное, в Якутске 5, 7, 4, 6, наверное, градусов. То есть конец этой декады будет у нас прохладный. И начнем мы из этого холода выходить где-то в середине следующей недели. А если брать многолетние данные, вот этот май как можно охарактеризовать? Ну, май еще не закончился, но он по долгосрочному прогнозу должен был быть выше нормы. Вот. Я так думаю, что он, наверное, и будет. Он еще наберет свое, потому что, в общем-то, первая декада получилась у нас очень теплая для северо-востока, а для нас получилась она на 0,1 выше нормы, вот для города Якутска. Все говорят холодно-холодно, а он, в принципе, был нормальный месяц. Да? Вот. Сейчас похолодает, потом еще немножко потеплеет. Скорее всего, он будет чуть-чуть выше нормы или где-то около нее. Вот. Поэтому нормальная, хорошая погода. Для ледохода хорошая. Посмотрите, как хорошо в городе подсохло. То есть снег сошел, как бы, да. Но это, конечно, и убирали его в этом году хорошо. И сошел так как-то высох, потому что подмерзало, подтаивало. То есть очень хорошая погода. Для многих сфер хорошая. И не только для ледохода, но и для коммунального хозяйства, даже для нашего. Ну, недаром говорят, что у природы нет плохой погоды. Лично у вас какое любимое природное явление и почему? Почему? Как моя дочка всегда говорила, люблю лето, потому что собакам бездомным не холодно. Вот все по-разному, да. Я вообще, вот, кстати, люблю дождь. А вообще самое любимое время у меня – это осень. Вот знаете, такая неглубокая осень, а которая вот только начинается. Золотая. Золотая, да. Она не всегда, конечно, в Якутске вот так бывает золотая, но последние годы как-то часто бывает, что именно красивая такая осень, прямо золотится, и долго стоит такой период такой комфортной, теплой погоды, когда уже и комаров нет, и в то же время красиво. Вот. Я больше люблю осень. Здорово. Вы меня сегодня удивили, Татьяна Владимировна. Большое спасибо, что нашли для нас время и приехали к нам в студию. Будем рады видеть вас еще у нас. Вам спасибо за интересную беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.